Подходите к артисту на расстоянии перегара. Шутка ваша ругательная. Когда Путин начал разговор с юбиляром, за кадром в Новоогарёво уже стоял помощник с подносом в руках. Ледяное шампанское, как выяснилось позднее, российского производства. В какой момент передать бокал президенту, не очень ясно, ведь идет живой диалог. Путин поздравляет Михалкова и обещает сделать это и лично. Обязательно это сделаю, как только представится такая возможность. Михалков у себя видел все происходящее вот так. Сегодня хочу вас еще раз поздравить и, несмотря на то, что рабочий день еще не закончился, но чисто символически хочу поднять этот бокал. Такого во время телемостов мы еще не видели. Президенту к столу принесли бокал шампанского. Я тоже сделаю этот фокус. И тоже я хочу, Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете, я, поверьте, искренне предан без лести. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ваше здоровье, Сергей. Всего доброго, Никита Сергеевич. Поздравляю вас. Еще раз поздравляю вас. И всех ваших близких. И неудивительно, почему поздравление в таком формате произошло именно с Михалковым. Ой, что-нибудь винца или шампанского. А как же? Вино, шампанское. И пиво. Увидеть президента в настолько неформальной обстановке практически невозможно. Но семья Михалковых, пожалуй, рекордсмен по числу теплых видеокадров, появлявшихся в разные годы в публичном пространстве. 15 лет назад Путин приехал поздравить Михалкова с юбилеем к нему домой. К нам приехал, Владимир Владимирович, дорогой. За столом сразу ждал сюрприз. Путин узнал о существовании напитка под названием «Кончаловочка». Кончаловочка, винцо красное. Кончаловочка что такое? Кончаловочка – это очень вкусно. Да. Вот я сейчас дам попробовать. А сколько на градусов? Я под столом там не окажусь потом? Я сейчас чуть-чуть дам попробовать, чтобы было понятно. Сначала сам выпей. Не слава. Шучу. Не слава. Никита Сергеевич, за тебя. Спасибо, дорогой. Спасибо. Поздравляю. Нечасто и увидишь, что дарит президенту, а в тот день удалось книга о русском застолье. Тут есть меню, где написано под какое блюдо кого славить. Значит, там уха стерляжья, здравится государь-император. Я вот эту книжку вам дарю. Спасибо большое. Вместе с... Я куда же? Вот это всегда-то. Но она это действительно хорошо. Она действительно красивая. Но здесь не видно. Она действительно красивая. Это одна из самых нужных. Да, это воинские застолья. Так что-то военных здесь не видно. Это все военные. Это как вы, Владимир Владимирович, они военные в штатском. А это, знаете кто? Это разведка. Молодец. Во время тоста за юбиляра Путин был серьезен от начала до конца. Я бы хотел отметить самое главное. Он, конечно, из большой российской настоящей творческой семьи. Но все, что он сделал сам. И это самое главное достоинство всех его побед. Никита Сергеевич, за вас. Президент приезжал к Михалкову на съемочные площадки. Давайте на исходные все встанем. Встречался с гостями Московского кинофестиваля. Мы просим всех сюда! Одним из первых оценивал новые картины. Так произошло с фильмом «12». Так глубоко забирает. Никита Сергеевич вообще умеет слезу вышибать. Да. И на этот раз у него тоже получилось. Так что спасибо вам большое. Они вместе встречали и день рождения главы этой большой талантливой семьи Сергея Михалкова. Мои ребята тоже не курят. Ни Андрей, ни Никита не курят, слава богу. Хороший ребята. А что делать? Одному 66 в этом году, другому 50. Сколько тебе лет? 68. 68. Ужас. К 2008 году совокупный тираж книг Сергея Владимировича составил 300 миллионов экземпляров. Какая-то невероятная космическая цифра. Я думаю, что если бы
авторские права защищались как следует, вам не потребовалось бы так тесниться за этим столом. И сейчас, спустя годы, братья Михалковы продолжают удивлять и покорять мир. Где я могу брата встретить? Только в Кремле, теперь понимаю. Больше нам как-то встречаться не приходится. То он работает, то я вот в Кремле. Здравствуй, Андрончик. Здравствуй. Рад видеть. Это действительно удивительная семья теперь может гордиться сразу двумя героями труда. Героем соцтруда был Сергей Михалков. Звание Героя труда теперь удостоен Никита Михалков.